Что говорить об электронных голосованиях, если даже вот сейчас традиционное голосование под вопросом, об этом мы уже тему затронули, об этом говорила глава ЦИК Татьяна Слепачук. Она сказала, что просто избирательная комиссия не успеет подготовиться к выборам по действующей системе закупок. Давайте послушаем ее прямую речь. Саме така критичність питання щодо внесення змін до закону про публічні закупівлі була підставою, чому в минулу п'ятницю, 24 травня 2019 року, Центральна виборча комісія прийняла безпрецедентну постанову, якою звернулися до Президента України, Кабінету міністрів України, Верховної Ради України за необхідністю прийняти відповідні зміни до законодавства для того, щоб забезпечити проведення цих закупівель у відповідності до закону і в строк, який необхідний для забезпечення саме виборчого процесу, внаслідок його швидкоплинності та скороченості якого це є дійсною проблемою. Про те, що встановлені законодавством терміни не відповідають строкам, які встановлені в виборчому законодавстві. Вони не відповідають. Ми входимо в критичну зону, коли фактично закупівлі можуть бути не здійснені, тому що в нас не буде учасників, тому що буде оскарження і таке інше. Наразі закон про публічні закупівлі не дає можливості закупити всі необхідні товари і послуги для того, щоб відповідати чітко строкам, встановленим в законі про вибори народних депутатів. Ну а также, по словам заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Евгения Радченко, ведомство рискует не успеть подготовить информационные плакаты о кандидатах. Договор на их изготовление будет подписан в тот день, когда они уже должны быть доставлены в избирком. У нас тоже есть прямая речь. Тобто, якщо торги відбудуться успішно, якщо все буде, не буде жодної скарги, якщо будуть належно чином оформлені документи учасників, якщо в нас буде брати участь у тендері кілька претендентів, тільки за цих умов ми встигаємо в день доставки інформаційних плакатів тільки підписати договір. Ну и в частности, вот как заметил Евгений Радченко в своем брифинге, печать бюллетеней должна занять 70 дней, 48 на проведение тендера и 22 на изготовление. Однако в ЦИК говорят, что должны сделать это все за 17 дней, потому что такие сроки остаются, вот, чтобы уложиться в то, что положено законом, и успеть подготовиться к выборам. ЦИК уже говорит, что не успевает, да, не получается. А депутаты говорят, что указ президента не совсем конституционен, то есть нельзя было разгонять парламент. Принимать новый закон о выборах и по нему участвовать в выборах тоже невозможно. То есть по закону, но депутаты его собираются принимать, возможно, по нему будут голосовать. Ну, то есть мы фактически идем по нарушению одно за другим. И это вот после заявлений нового президента о том, что если у него хотя бы будет одно нарушение закона, он пойдет в отставку. Ну, вы знаете... наверное, он, конечно, может быть, не совсем это имел в виду, может, имел какое-то свое личное нарушение закона, но тем не менее, вот, если говорить об указе о распуске парламента, его, кстати, оспаривал Народный фронт в Верховном суде, но Верховный суд им отказал, сказал, что это компетенция конституционная. Ну, собственно говоря, я говорил про возможность именно такого развития сценария и с самого начала, что очень большая вероятность, что Верховный суд именно таким путем пойдет. И в том числе это как бы, да, способ снятия с себя ответственности и способ переложить ответственности на Конституционный суд. Хотя основания, в принципе, ну, там ситуация, когда были основания для того, чтобы именно такой вариант решения принять Верховным судом. Что касается действий Зеленского, ну, вы знаете, уже несколько моментов, которые меня настораживают сразу. Первое. С самого начала, когда была инаугурация, прозвучала фраза сначала про то, что должны быть открытые списки, а потом досрочный распуск парламента, досрочные выборы парламента. Ну, для меня было понятно, что это взаимоисключающие вещи. Ну, невозможно провести обеспечить открытые списки в пределах досрочных выборов. Ну, просто невозможно по всем моментам никак. Потому что организационно даже это невозможно сделать с точки зрения обучения членов центральных избирательных комиссий, ну и в принципе. Это долго можно про это говорить.